Разве ты не знаешь Создателя всего сущего? Разве вы не слышали о вечном Господе, Боге, который образовал все на земле и никогда не устанет и не утомится? Ваше понимание за гранью понимания. Он дает силу усталым и силу слабым. Даже молодые люди устают и спотыкаются, но надеющиеся на Господа новятся с силой. Они будут парить, как орлы, бежать, не уставая, и ходить, не ослабевая. Исайя 40, 28-31. Разум, управляемый грехом, находится в конфликте с Богом и не способен подчиняться Его законам. Те, кто находится под властью греха, не могут угодить Богу. Однако, если Дух Божий живет в вас, грех не управляет вами. Святой Дух управляет вами. Если Христос обитает в вас, даже если ваше физическое тело погибнет из-за греха, Дух дает вам жизнь, потому что вы оправданы перед Богом. Тот же Бог, который воскресил Иисуса из мертвых, обитает в вас и оживит ваше смертное тело Духом Своим. Римлянам 8, 7-13. Тревога тяжело давит на сердце, но доброе слово поднимает настроение. Праведники осторожны в выборе своих спутников, а путь грешников сбивает их с пути. Ленивый не удосуживается приготовить то, что ловит, а те, кто много работает, наслаждаются плодами своего труда. Поступая правильно, можно получить удовлетворение, и на этом пути человек никогда не погибнет. Притчи 12 часов 25 минут 28. Всякий просящий получит, всякий ищущий найдет, и всякому стучащему дверь отворится. Как земные родители умеют давать добрые дары своим детям, так и наш Небесный Отец даст добрые дары просящим у Него. Матфея 7, 7-8. Слушайте внимательно, любите противников ваших, благотворите презирающим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас. Если кто-то ударил тебя по одной щеке, подставь и другую. Если кто-то отнимет у тебя верхнюю одежду, не бери рубашку. ЛК 6, 27-29. Я взываю к Богу, моей скале, спрашивая, почему меня забывают и почему я должен терпеть печаль и жестокое обращение со стороны моих врагов. Тело мое страдает, и враги мои издеваются надо мной, сомневаясь в присутствии Бога моего. Однако глубоко внутри я возлагаю надежду на Бога и имею основания славить Его. Он мой Спаситель и мой Бог. Псалом 42, 9-11. Оставьте в стороне материализм и искусственность. Не соответствуют мировым тенденциям. Будьте скромными и искренними, ибо Бог создал вас страшно и чудесно. Прославляйте Бога в своем теле и духе, ибо они принадлежат Ему. Не распинайте Иисуса снова резкими словами, резкими мыслями, обидными действиями или гордым отношением. Вместо этого распните желания своей плоти, чтобы Иисус мог сиять в вашей жизни. Пусть каждое ваше слово, действие и взгляд вселяют надежду в других, ибо Иисус пролил свою кровь ради прощения ваших грехов и дарования вам вечной жизни, чтобы вы могли испытать Божью любовь. Жизнь так, как будто ничего не происходит, или проповедь так, как будто ничего не происходит, не меняют того факта, что библейские пророчества исполняются. Ной не оставил без внимания знамения, его вера заставляла его действовать и готовиться. Проснись и сделай то же самое. Перестаньте издеваться, ибо конец близок. Покайтесь и отстранитесь от негативных влияний, даже если это члены семьи или близкие люди, живущие по-мирски. Выбирайте следовать за Иисусом Христом в жизнь, а не идти на разрушение. Не будьте лицемером и не присоединяйтесь к грешникам, иначе Бог отвергнет вас. Справедливость – это не то, чего мы достигаем и представляем Богу, это то, что Он совершил и предлагает нам в качестве дара через Евангелие. Сегодняшнее послание наполнит вас радостью и благодарностью, поскольку вы станете свидетелем того, как все у вас скоро наладится.
Ожидайте отличных новостей и замечательных перемен в вашей жизни. К концу этого месяца к вам поступит значительная сумма денег, что приведет к позитивным преобразованиям. Для тех, кто ожидает решения, ваше терпение вот-вот принесет результаты. Дверь открывается в вашу пользу, и Бог хочет, чтобы вы радовались так, как будто вы уже достигли этого. Выразите свою благодарность и поверьте, что Он работает над разрешением ситуации, которая вызывает у вас стресс. Боль вашего прошлого станет свидетельством победы. Трансформация может произойти не мгновенно, но решение, принятое в мгновение ока, может изменить траекторию вашей жизни. Сохраняйте самообладание, прежде чем делать выбор. Удачного дня! Самое приятное время дня – это когда вы молитесь и разговариваете с тем, кто любит вас безоговорочно. Доброе утро! В трудную минуту пусть Бог всегда будет присутствовать и непоколебим, как ветер и вода. Пусть Его Дух сметет проблемы, с которыми мы сталкиваемся. Даруй нам веру искать Тебя в трудные времена и протягивать Твою руку, когда мы чувствуем себя подавленными. Давайте верить и поклоняться Господу Иисусу Христу. Благословение для вашего дома. Ангелы услышали ваше искреннее приглашение украсить ваш дом своим присутствием. Они готовы одарить благословением любви ваш дом и всех, кто там живет. В тишине утра я разговариваю с Луной. Он делится историями о Солнце, а я в ответ делюсь вашими историями. Изобилие вот-вот проявится, и ангелы призывают вас ощутить чудесное чувство предвкушения, которое сопровождает его неминуемое прибытие. На горизонте не за горами значительные перемены, и ваша готовность принять и принять их зрело приведет к еще большим благословениям в будущем. Сегодня к вам обращается Бог, призывая не терять надежду, ибо вас ждет светлое будущее. Приближается время, когда вы вернете себе многое из того, что потеряли. Вы будете свидетельствовать, что нет ничего, что находится за пределами досягаемости Бога. Огромное чудо уже на горизонте, и ваши молитвы были услышаны. Чудо, которое Бог приготовил для вас, намного превосходит все, что вы можете себе представить. Ваша судьба в безопасности в руках Бога и никого другого. Не позволяйте негативу затуманивать ваши мысли и не позволяйте влиять на себя тем, кто сомневается в вас или хочет увидеть ваше поражение. Бог с тобой, и Он любит тебя. Эта истина неоспорима. Хотя некоторые из страха могут решить цепляться за ложь, у вас хватило смелости поверить в Бога. Будьте уверены, что Бог поможет вам процветать даже в самых мрачных обстоятельствах. Там, где другие чувствуют нужду и отчаяние, вы будете процветать. Там, где другие теряют надежду, ты, мое любимое дитя, найдешь силу. Ваши мечты возродятся, и вашим путем станет успех. Все, что было призвано вас уничтожить, превратится в средство роста. То, что сегодня может показаться непреодолимым испытанием, станет свидетельством вашей непоколебимой веры, настойчивости и подчинения Божьему руководству. Доверяйте Богу, даже когда ваша судьба кажется неопределенной. Как бы низко ты ни пал, Божья рука готова поднять тебя. Иногда может показаться, что Бог молчит, но будьте уверены, Он никогда не злится. Его могучая рука поддержит вас, пока вы не одержите победу. Божье время соответствует вашим интересам, поэтому воспользуйтесь возможностями, которые встречаются на вашем пути. Несмотря на окружающие нас негативные новости и слухи о конфликтах, мы можем найти утешение в том, что Бог всегда наблюдает за нами и нашими близкими. Он направляет нас в нашем путешествии и обильно благословляет. Когда Он призывает нас действовать, мы должны послушно следовать за Ним. Когда Он велит нам встать, мы должны с готовностью повиноваться. И когда Он объявляет нас победителями, мы можем быть уверены, что победа принадлежит нам.
Важно отпустить прошлое и не зацикливаться на прошлых ошибках и грехах. Бог полностью изменил нашу жизнь, и мы уже не те, что прежде. Наше будущее в Его руках, и Он всегда будет охранять и защищать нас. Поэтому очень важно молиться каждый день, независимо от наших эмоций и сомнений. Бог любит и принимает нас такими, какие мы есть, и наша искренность и намерение для Него важнее количества наших слов. Бог не требует от нас многого. Даже самая маленькая порция веры, как горчичное зерно, может свернуть горы и гарантировать, что наши молитвы будут услышаны. Ваше утешение и ваша любовь льются с небес, где решается наша судьба. Он знает наши нужды согласно своей божественной воле, и Его ответы всегда направлены на наше высшее благо. Во времена страха мы должны обратиться к Божьим словам за утешением и силой. Когда беды стучатся в нашу дверь, мы должны ответить на них Его именем и провозгласить, что Бог – наш кормилец и спаситель. Следование Его указаниям, соблюдение Его заповедей и пребывание на Его пути поможет нам избежать отвлечений и оставаться стойкими в своей вере. Мы должны искать спокойствие, которое исходит от Божьего Духа любви. Когда мы преклоним колени перед Ним, Он принесет нам исцеление, силу и мудрость, необходимые для успеха. Наша судьба – процветание и благословение, и мы будем жить в Его присутствии всю вечность. Бог всегда внимателен к нашим нуждам и чувствам и предлагает нам мир, которого мир не может обеспечить. Бог услышал наши молитвы, и Его ответ уже в пути. Мы должны с нетерпением ждать Его и праздновать чудеса, которые Он собирается совершить в нашей жизни. Еще до того, как мы выскажем свои просьбы, Он готов услышать нас и помочь нам преодолеть наши трудности. Он исцелит наши раны, поможет нам отпустить прошлое и восстановить благословения, которые мы, возможно, потеряли. Бог любит и восхищается нашим мужественным духом перед лицом невзгод и призывает нас продолжать верить в Него и доверять Его верности и силе. Важно дистанцироваться от тех, кто насмехается над нами или пытается украсть нашу радость. Они не наши настоящие друзья, так как отреклись от веры и завидуют нашей судьбе. Мы любимы и благословлены, и нам не нужно убеждать вас в этой реальности. Бог уберет с нашего пути тех, кто причиняет нам вред, и заменит их людьми, которые искренне нас любят. Мы должны изгнать отчаяние, беспокойство и негатив из нашего разума и души. Вместо этого нам следует облачиться в доспехи веры, праведности и святого слова Божьего. Мы должны подготовиться к предстоящим битвам и не позволять тревоге диктовать наше будущее. Даже если мы ослабеем или споткнемся на пути, Бог обещает поднять нас. Мы вооружаемся силой против уныния и страха. Давайте заявим о нашем непоколебимом доверии Богу. Аминь. Иисус наш Спаситель, и всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Глядя на своих учеников, Иисус сказал: «Блаженны нищие, ибо ваше есть Царство Божие». Прежде чем Бог сформировал нас в утробе матери, Он знал нас. Прежде чем мы родились, Он выделил нас как пророков для народов. Облечемся во всеоружие Божие, чтобы противостоять проискам дьявола. Будем носить бремя друг друга и исполнять закон Христов. Разве мы не знаем, что мы сами – храм Божий и что Дух Святой обитает среди нас? Давайте постоянно объединяться в молитве вместе с Марией, Матерью Иисуса и Его братьями. Аминь. Сегодняшнее послание служит напоминанием о том, что нужно любить Господа всем сердцем, душой и силой. Однако среди нас могут быть те, кто не полностью принял эту любовь. Оденем их верой и праведностью, ибо они достойны. Не будем оскорблять Святого Духа Божия, с которым мы были запечатлены в день искупления. Даже пыль из нашего города, которая прилипает к нашим ногам,
когда мы уезжаем, служит предупреждением. Но будьте уверены, Царство Божие пришло. Есть одно тело и один дух, как и мы были призваны к одной надежде, когда были призваны. Это свидетельство Бог дал нам вечную жизнь, и эта жизнь находится в Его Сыне Иисусе Христе. «Настало время, — сказал Он, — приближается Царствие Божие. Покайтесь и верьте в благую весть». Разве мы не знаем, что наше тело — это храм находящегося внутри нас Святого Духа, которого мы получаем от Бога? Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие. Он дал нам приказ и непременно будет с нами до скончания веков. Слава Богу, что Христос, принятый на небо, благословил и нас. Давайте твердо придерживаться этой истины. Сегодня Бог посылает послание огромной важности каждому из нас. Он хочет, чтобы мы знали, что в Его объятиях мы можем обрести вечную радость и удовлетворение. Если нас одолевает отчаяние, замешательство или печаль, Он призывает нас искать утешение в Нем. Поступая так, мы обнаружим, что Он готов излить свои благословения на нашу жизнь. Он расширяет свое непоколебимое присутствие и поддержку, уверяя нас, что Он глубоко любит нас. Божьи благословения обильны, и если мы верим в Его божественный план, мы отвечаем своим утверждением. По словам Иисуса, мы возносим бесчисленное количество молитв наедине, и Он является свидетелем каждой из них. Поэтому давайте не бояться, ведь Он всегда рядом с нами. Давайте продолжим доверять Ему и сохранять терпение, поскольку Он наш наставник и защитник. Утешайтесь, зная, что Он гордится вашей непоколебимой верой. Если вы твердо придерживаетесь этой веры, вы окажетесь на решающем этапе своего духовного пути. Теперь давайте объединимся в молитве. Всемогущий Отец, когда я прихожу к Тебе в молитве, мне вспоминаются слова Исаии 54:17. «Ни одно оружие, созданное против Тебя, не будет успешно, и всякий язык, который восстанет против Тебя на суде, Ты осудишь». Я принимаю это обещание, Господи, зная, что Твоим покровом я защищен от зла и оправдан. Твое Слово, дорогой Боже, мое святилище, и Ему я доверяю. Умоляю Тебя, Отче, избавь меня от всякого злого дела и благополучно направь меня в Царство Твое Небесное. Выражаю благодарность за Твое непоколебимое присутствие, за Твои мощные крылья, обеспечивающие мне непробиваемую защиту. Благодарю Тебя, что Ты шел впереди меня и защищал меня сзади, за то, что был среди меня, поднимал мое бремя и охранял небесное место, которое Ты приготовил для меня. Твои божественные слова приносят надежду и утешение в мое сердце, и я прошу, чтобы Ты был моим прибежищем и моей крепостью, как и гарантирует Псалом 90:4. Потому что я люблю Тебя, Господи, за то, что Ты можешь спасти меня, защитить меня, ответить мне, когда я призову Твое имя, и быть со мной в трудную минуту. Ты мой окончательный Спаситель, и долгой жизнью Ты удовлетворишь меня и явишь свое спасение. Услышь мою мольбу о защите, Господь. Пусть Твоя драгоценная кровь покроет меня, и пусть Святой Дух наполнит меня, окружив меня Твоей божественной защитой. Освободи меня от всех сил тьмы. Будь моим убежищем и защити меня от проблем. Окружи меня песнями освобождения и держи меня в своем присутствии, в безопасности под своей защитой. Сделай меня объектом своей привязанности и спрячь под покровом своих крыльев, защищая меня от бед, куда бы я ни пошел. Я прошу Тебя открыть мне глаза, чтобы признать искушение и зло этого мира такими, какие они есть на самом деле. Даруй мне проницательное сердце, острые глаза и внимательные уши. Помоги мне противостоять соблазну мирских искушений, которые сбивают меня с пути. Оденьте меня в доспехи, чтобы противостоять силам зла и создать вокруг себя защитный барьер.
Направь меня, Господи, сосредоточить мои мысли на том, что хорошо, истинно и возвышающе, и удали все страхи из моего сердца. Ты — крепость вокруг меня, сильная в любви, могучая в силе, полная надежды и украшенная истиной. Я не убоюсь зла, ибо Ты заботишься обо мне, защищаешь меня и избавляешь меня, как говорит Псалом 17:2. Ты моя скала, моя крепость, мой спаситель и мое убежище. Укрой меня в своем святилище в трудную минуту и вечно храни под своей тенью. Я наношу кровь Иисуса на свою жизнь и судьбу и заявляю, что во имя Иисуса мне не причинят никакого вреда. Ты мой путеводный свет и мое спасение, и я благодарю Тебя за невероятную власть и защиту, которую Ты дал мне через Иисуса Христа. Когда я отправляюсь в мир, Ваше обещание остается твердым. Ничто мне ни в коем случае не повредит. Вся власть на небе и на земле принадлежит Тебе, Господи, не оставляя ничего дьяволу и ангелам его. Благодарю Тебя за Твою божественную защиту и покровительство. Ты приказал своим ангелам защищать меня во всех моих путях. Пошли свою защиту и мир от хаоса, и пусть Твоя благодать окутает и успокоит мое сердце даже во времена неопределенности. Напомни мне, что бы ни случилось, душа моя находит покой в любви и милосердии Христовом. Твое слово уверяет меня, что праведники могут столкнуться со многими проблемами, но Ты избавляешь их от всех. Избавь меня от всех моих испытаний, Господи. Всемогущий Отец, я приближаюсь к Твоему престолу благодати, представляя перед Тобой каждую, казалось бы, непреодолимую ситуацию. Я верю, что нет ничего, что Ты не можешь сделать. Столкнитесь со всеми отчаянными обстоятельствами своей жизни, совершайте чудеса и прокладывайте путь, даже когда это кажется невозможным. Я отказываюсь признать, что моя ситуация безнадежна во имя Иисуса. Пройди по моей обители, Господи, и удали заботы, печали, финансовые затруднения, болезни и любые трудности. Замени хаос покоем, тьму светом и наполни мое сердце своей любовью. Даруй мне невероятную силу, чтобы преодолеть любую ситуацию в моей жизни и ходатайствовать за меня, даруя мне надежду. Позвольте мне сегодня стать свидетелем Ваших чудес и восстановить все, что было сломано в моей жизни. Благодарю Тебя за то, что Ты милостивый Бог, который видит и слышит каждую мою нужду. Восстань, Господи, и рассей врагов моих. Даруй мне победу, поскольку я преодолеваю невозможные ситуации в своей жизни. Напомните мне, что Вы выше любых обстоятельств, с которыми я могу столкнуться, как провозглашает Лука 1 час 37 минут. Для Бога нет ничего невозможного. Сделайте так, чтобы Ваши чудеса существовали в моей жизни, потому что Вы способны превзойти все мои ожидания и воображения. Всемогущий Отец, я прихожу к Тебе со смиренным сердцем, кладя свое время к Твоим ногам. Мне нужна Твоя божественная помощь. Держи мое сердце в своем, обнови мой разум, душу и тело и помоги мне помнить о крестной жертве во времена скорби. Приди мне на помощь, когда я сталкиваюсь с трудностями и слышу свои крики. Господи, я чувствую себя слабым и беспомощным, так спаси меня от смерти из-за моей верности Тебе. Будь милостив и облегчи мои тревоги и печали своей нежной любовью. Я доверяю свои заботы Твоим рукам и прошу милости принять Твою волю. Во имя Твое я молюсь. Аминь. Божье послание вам, обратите пристальное внимание на слова, которыми я делюсь с вами, и позвольте им укорениться глубоко в вашем сердце. Я Твой защитник, и мои объятия окружают Тебя, постоянное присутствие в самые трудные моменты. Когда на тебя давит тяжесть печали, помни, что я рядом с тобой во времена отчаяния. Сопротивляйся тискам одиночества, ведь я с тобой, и это непоколебимая истина. Прошепчи мое имя и сохрани меня в своем сердце,
ибо не нужно слез, чтобы питать бесплодную почву печальных воспоминаний. Болезненное прошлое не должно поглощать ваши мысли или давать жизнь лжи, стремящейся завоевать ваш разум. Поразмысли о моей жертве на мучительном кресте, где я заплатил за твои грехи своей могучей кровью, и вспомни мое славное воскресение. Я пришел, чтобы дать жизнь вашим стремлениям, изменить ваше существование и даровать вам вечную жизнь. Ты многое претерпел в этой жизни, но не дрогнул. Ты мой любимый ребенок, и в тебе моя сила. Сегодня вы продолжите свое путешествие к благословениям, и никто и ничто не сможет остановить ваш прогресс. Я подарю тебе мудрость, устраню препятствия на твоем пути и восстановлю то, что, по твоему мнению, потеряно. Ключ к вашей свободе, процветанию, миру и благословениям лежит в вашей непоколебимой вере в мои слова. Не позволяйте страху парализовать вас, когда возникают трудности или когда враги пытаются вас победить. Я заявил о своем желании благословить вас и помочь вам, но именно ваше послушание и доверие проложат путь. Ищи меня искренне, вставай и иди вперед, ибо твоя победа обеспечена. Сомнения не должны мешать тебе испытать любовь, которую я изливаю на тебя. Сегодня я продолжу помогать вам, совершать великие чудеса и вести вас по жизни. Верьте, и ваше сердце наполнится моей любовью, присутствием и силой. Вам не нужно идти по своему пути, чувствуя себя пустым. Я любил и спасал тебя раньше, даже когда ты не искал меня активно. Сегодня, когда вы добровольно обращаетесь ко мне, я желаю поддержать вас, укрепить вас и воодушевить вас, демонстрируя действие моей сверхъестественной силы в вашей жизни. Теперь вы находитесь на более высоком уровне веры и готовы стать свидетелями замечательных и удивительных вещей, которые я вам обещал. Призовите меня с верой, и я здесь, чтобы раскрыть свою силу. Обратите внимание на мой голос, сосредоточьтесь на моем письменном слове и приготовьтесь к году обильных благословений. Хотя другие могут колебаться и думать о том, чтобы сдаться, вы будете сиять маяком света для народов, источником ободрения и силы в вашей жизни и для тех, кто вас окружает. Люди будут поражены невероятной силой, которая проявляется внутри вас. Горе превратится в радость, а дни страданий превратятся в дни чудесного чуда, укрепляя вашу веру в то, что я все контролирую и я здесь, чтобы помогать, поддерживать и любить вас. Я знаю о ваших глубочайших тревогах и беспокойствах, а также о причинах вашего страдания. Поделитесь со мной своей болью и страхами, потому что, когда вы это сделаете, ваш дух начнет исцеляться. Если вы доверитесь мне, смятение рассеется, а радость и мир вернутся. Преклоните колени в молитве и откройте свое сердце. Я очень хочу услышать твои слова и исцелить твою душу. Вы имеете право жить счастливо и свободно, увидеть, как сбываются ваши мечты и завершить начатые проекты. Под вашим руководством ваша семья будет процветать. Я не создавал тебя для того, чтобы жить в депрессии и печали. Я был распят и воскрешен, чтобы вселить в вас смелость и силу, сделать вас вечным победителем и поделиться с вами своей вечной любовью и присутствием. Доверьтесь моим словам, и вы будете свидетелем проявления моей силы и славы каждый день ваших долгих дней. Ты был избран, создан и предназначен для бесчисленных чудес, каждое из которых написано моей рукой. Моя любовь к тебе никогда не колебалась, и твое путешествие приведет тебя в землю обетованную, преодолевая одиночество и печаль благодаря твоей непоколебимой вере в мое чудесное слово. Не беспокойтесь о будущем, потому что я знаю ваши потребности и удовлетворю их. Прошу только вашей непоколебимой веры, ответственных действий и неиссякаемой веры в мои обещания. Аминь. Закройте глаза и визуализируйте жизнь, которую вы хотите, слушая эту мощную молитву с глубокой верой и любовью.
Обратитесь за помощью к святому архангелу Михаилу. Поделитесь с ним своими просьбами в комментариях ниже, подкрепив свои пожелания. Небесный князь Святой Михаил, я вверяю свою душу и свое тело Твоей защите. Я прошу Твоего руководства на протяжении всей моей жизни, особенно в последние моменты. Укрепи мое сердце, даруй прощение моим грехам и позволь моей душе отойти с миром. Вы отважный воин света, защищающийся от тьмы. Я умоляю вас расчистить путь добра, защитить меня от зла и дать мне силы противостоять жизненным трудностям. Пусть ваш божественный щит превратит весь негатив в позитив. В это священное время прошу защиты и благословения для себя и своих близких. Пусть зло будет изгнано из нашей жизни, и пусть злые намерения будут удалены еще в 7 раз. Точно так же, как мы боремся за мир, чувствуя себя в безопасности и сильными, укрепи мой дух и мою веру, чтобы я никогда не сомневался в Твоей огромной защите. Каждый день мы ищем вашей защиты от зла и ловушек, позволяя силе Бога проявиться через вас, небесного воина. Изгоните сатану и его злых духов, защитив нас своей мощной броней. Укрепите нашу веру и направьте нас в объятия небес, когда мы станем вашими преданными и вечно благодарными друзьями. Святой Михаил, мы призываем Твою помощь, чтобы расчистить наши пути, позволяя нам продвигаться вперед, процветать и достигать наших желаний. Укрепите наши финансы, бизнес и жизнь, защищая нас от страданий и приводя нас к благополучию и успеху. Защищайте тех, кто страдает, и направляйте тех, кто причиняет вред. Отвратите их сердце от насилия и помогите им увидеть свет любви и веры. Рассейте тьму, проведите нас сквозь бури и осветите наш путь, когда мы приближаемся к Богу. Во времена невзгод даруй нам силу, мудрость и способность делиться светом, который Ты вложил в нас. Защити нас от наших врагов и позволь нам выйти победителями. Пусть каждая атака зла исчезнет в Твоем присутствии, очистив наши пути и приведя нас к славе Божией. Аминь. Ангелы призывают вас поверить в силу синхронности и божественного времени. Все разворачивается так, как должно быть для эволюции вашей души. Доверьтесь процессу. Введите 1111, если вы согласны. Если ты веришь в это, дорогой Боже, пожалуйста, благослови, защити и сохрани всех матерей. Вспомните женщину, которая жаждет семьи, и подари ей материнство, приносящее ей счастье. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь. Бог говорит с вами сегодня, призывая вас подготовиться, потому что то, где вы сейчас находитесь, не является постоянным. Благословения и прорывы уже в пути. Я увеличу ваше изобилие сверх вашей нынешней зарплаты и благословлю вас сверх вашего обычного дохода. Внезапно я изменю ситуацию в вашей жизни. Введите «да», если вы считаете, что двери открываются. Бремя, которое вы несли, было не наказанием, а божественным приготовлением. Скажите «да» и верьте, пока это не станет вашей реальностью. Не думайте слишком долго, как это произойдет, и не беспокойтесь о том, когда это произойдет. Просто верьте, позвольте и позвольте этому течь. Напишите «да», если вы благодарны. Бог говорит: «Я уже дал тебе победу». Теперь тебе предстоит заявить об этой победе, сделав шаг веры и мужества. Я люблю тебя. Хорошего дня. 12 часов 12 минут, ваше время приближается, и это вот-вот произойдет с вами. Вы можете это почувствовать. Многие благословения находятся в пределах нашей досягаемости. Продолжайте верить, продолжайте молиться и наблюдайте, как ваша жизнь изменится к лучшему. Доверьтесь Вселенной.
Все негативное, что приносило вам слезы на протяжении многих лет, исчезнет, уступив место счастью, любви, смеху и благословению. Введите «да», если вы согласны. Не сдавайтесь сейчас, потому что Бог приготовил для вас что-то невероятное. Ты так близко. Лучшее еще впереди. Дорогой, Господь, я доверяю Тебе. Я не буду слишком много думать, волноваться или напрягаться. Сегодня я отдохну в Тебе. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь. Представьте себе верующего, чья сила не ограничивается физической силой, а исходит из непоколебимого духа. Вспомните случаи в своей жизни, когда кто-то демонстрировал эту необыкновенную стойкость. Я не имею в виду физическую силу отца, который легко совмещает детей и продукты. Я имею в виду глубокую внутреннюю силу, которая проявляется во времена бедствий. Визуализируйте ураган или торнадо, разрушающий семейный дом, оставляющий после себя разрушительный след. Однако из-под обломков выходит та же самая семья с непоколебимой верой, славящая Бога за свое выживание. В этом, друзья мои, и есть настоящая сила. Рассмотрим историю Иосифа, который столкнулся с предательством и предательством со стороны своих братьев. Они оставили его умирать, но он простил их. Это было необычное прощение, это был акт силы и грации. В Бытие 50, 19-21 Иосиф говорит: «Не бойтесь, ибо я на месте Бога. Что касается вас, то вы замышляли против меня зло, но Бог задумал это во благо, чтобы сохранить жизнь многим людям, вы сегодня. Так что не бойтесь, я позабочусь о вас и ваших малышах». Он утешал их и говорил с ними мягко, демонстрируя силу, основанную на вере. Сила в Господе не приходит в одночасье. Даже Давид, убийца великанов, однажды не проснулся с мужеством встретиться с Голиафом. Сначала ему пришлось победить львов и медведей. Бог испытал и сформировал его, как и всех верующих. Эти тесты призваны укрепить нашу веру, приверженность в молитве и понимание Его слова. У каждого испытания есть цель, каждое испытание – это возможность созидать себя в Господе. Доверие Давида Богу позволило ему противостоять Голиафу. Доверие Иосифа позволило ему простить своих братьев. Моисей противостоял фараону из-за его непоколебимой веры в «Я есть Бога». Сильнейшие среди нас те, кто полностью доверяет Богу. Без этого доверия мы бессильны. Исайя 40, 29 напоминает нам, что Бог дает силу утомленным и увеличивает силу слабых. Доверие Богу порождает бесстрашие, упорство и мужество. Поэтому я призываю вас доверять Богу полностью, без каких-либо ограничений. Доверьтесь Ему в исцелении вашей семьи, в победе в битвах, в решении ваших проблем. Причина, по которой Давид мог противостоять льву, медведю и Голиафу, заключалась в его непоколебимой вере в Бога. Причина, по которой Иосиф смог простить своих братьев, заключалась в его вере в божественный план Бога. Ваша истинная сила в доверии Ему. Не позволяйте страху завладеть вашей жизнью. Помните, что вы – дитя Божие, и в нем нет страха. Дух страха не исходит от Бога, это инструмент дьявола. Дьявол представляет страх, тревогу и обман. Иисус олицетворяет победу, мужество и любовь. Доверьтесь Божьим обещаниям, поскольку Он обещал никогда не оставлять и не оставлять вас. Ваша ценность определяется не материальными ценностями, а вашими отношениями с Иисусом. Оценивайте свою жизнь по стандарту слова Божьего. Проанализируйте, какие безбожные поступки вы терпите, задумываетесь или совершаете. Самооценка и исправление необходимы для того, чтобы жить жизнью, угодной Господу. Знайте, что вы уже готовы к победе. Заявите, что вы победитель, больше, чем победитель.
Активируйте свои духовные глаза и доверяйте Божьим обещаниям, даже если ваши физические глаза не могут их видеть. Ваша вера в Бога поможет вам двигаться вперед. Ваш суд – это свидетельство, ожидающее своего часа. Бог ведет вас в этом сезоне по определенной причине. Держитесь за Иисуса, того, кто сдвигает горы и творит чудеса. Он найдет путь, даже когда это кажется невозможным. Убедитесь, что вы укоренены в Нем, закреплены в том, кто умер и воскрес. Не теряйте ни сердца, ни разума поражения, какими бы пугающими ни казались ваши обстоятельства. Будьте непоколебимы в своей вере, укорененной в Иисусе. Ваша ситуация может быть такой же устрашающей, как тюрьма или львиный ров, но с Иисусом у вас есть последний якорь. Доверьтесь Господу, положитесь на Его обещания и позвольте Его Духу быть вашей силой. Непоколебимая вера в Иисуса проведет вас через любую бурю, какой бы сильной она ни казалась. Во время болезни бремя может быть невыносимым, и легко оказаться в глубоком отчаянии, чувствуя себя отвергнутым, подавленным и совершенно одиноким. Тяжесть болезни может создать ощущение непреодолимого препятствия, запутанной паутины страданий, в которой практически невозможно пройти. Именно в такие моменты вера становится жизненно важным якорем, напоминая нам, что мы не одиноки в своей борьбе. Это напоминание о том, что Божья любовь и исцеляющая благодать всегда рядом с нами, готовы восстановить наш мир и силу, когда мы обращаемся к Нему в молитве. Размышляя над 3 Иоанна 1:2, мы вспоминаем о божественном обещании благополучия и крепкого здоровья, которое простирается до самой глубины нашей души. Молитва становится каналом, через который мы ищем утешение и приглашаем Бога проявить знамения и чудеса в нашей жизни. Мы смиренно подходим к этому моменту с благодарностью, признавая безграничную любовь и милосердие Господа нашего Иисуса. С благоговением мы отдаем все свое существо Божественному, вверяя Ему свою боль и страдания в этот священный момент общения. Мы умоляем нашего Создателя взять под контроль наши больные тела. Мы умоляем Его влить свою божественную целебную силу в каждую клеточку нашего существа, смывая болезни, которые нас беспокоят. Мы просим сил подняться и снова встать твердо, как Он делал для нас бесчисленное количество раз прежде. Каждым словом мы призываем божественного врача, окончательного целителя больных. Мы повторяем священные обещания священных писаний, зная, что Он слышит наши просьбы и готов ответить. Уверенность в исцелении и вечной жизни укрепляет нашу решимость непоколебимой верой. Мы ищем свободу от оков болезней, новую силу, которая поможет нам пережить самые мрачные моменты и успокаивающий бальзам для нашей боли. Мы молимся об устранении страха и сомнений, ибо это враги, ослабляющие наш дух. Вместо этого мы призываем силу Святого Духа, приглашая Его очистить наше сердце и укрепить нашу веру. Мы твердо верим в силу веры и молитвы, как сказано в Иакова 5 часов 15 минут. Мы уверены, что по нашей непоколебимой вере Бог вмешается и исцелит нас от любой болезни. Мы просим, чтобы очищающая кровь Иисуса очистила наше тело и укрепила нашу иммунную систему, удалив все следы болезней. С глубокой благодарностью мы признаем, что по милости Божией мы исцелились и болезнь больше не имеет над нами власти. Мы признаем божественную работу, происходящую в нашей жизни, и приносим искреннюю благодарность во имя Иисуса. Мы доверяем Господу всем сердцем и ищем Его руководство во всем, что делаем, зная, что Он присутствует во всех аспектах нашей жизни. Важно помнить, что Бог всегда рядом с нами, даже когда мы этого не осознаем. В любой ситуации мы должны предпочесть веру беспокойству и обратиться к молитве. Не нужно бояться, ибо с нами Бог. Мы не должны унывать, потому что Он наш Бог.
Уроки прошлого учат нас терпению и утешают нас через Священное Писание, давая нам надежду. Даже в трудные времена, когда нам кажется, что мы идем по самым темным долинам, нам не следует бояться, потому что Бог рядом с нами. Утверждая свою веру, мы можем преодолеть проблемы, возникающие в нашем сознании. Важно найти время, чтобы дышать, молиться и практиковать терпение, зная, что однажды все будет хорошо. У Бога есть чудесный план для нашей жизни, и нас ждут великие перемены. Мы должны помнить, что те, кто говорит о нас плохо, не понимают, что победа будет за нами благодаря нашей непоколебимой вере в Бога. Некоторые могут не поддерживать наши усилия, но это не значит, что они нас не любят. Они признают наш потенциал. Нам следует сосредоточиться на высшей цели и избегать мести, поскольку это служит только интересам дьявола. Бог советует против этого. Слушайте внимательно, ибо сказал Создатель Вселенной: «Тот, кто дал жизнь и зажег звезды, обещает быть нашим верным кормильцем». Посмотрите на небеса и знайте, что у нас есть всемогущий Отец, который любит нас сверх воображения. Наполните свое сердце верой и доверием, ибо Господь никогда не перестанет исполнять свои обещания, данные нам. Бог может изменить нашу жизнь в одно мгновение, если мы молимся и просим Его помощи и руководства. Доверившись Его водительству, мы станем свидетелями превращения нашей жизни в шедевр, наполненный любовью, радостью и удовлетворением. Помните, без веры невозможно угодить Богу. Те, кто ищет Его, должны верить в Его существование и Его награды. Все, чего мы желаем, уже в пути, и мы должны расслабиться и довериться Его времени. В моменты сомнений, гнева, усталости или стресса мы должны остановиться и помолиться. Поступая так, мы можем требовать обещания «Аминь». Давайте объединимся, возвысив свои голоса и дух в молитве, ища божественной помощи для всех, кто получит это послание. Когда мы собираемся во имя могущественного Иисуса, Он присутствует среди нас. С этим обещанием мы объединяемся сегодня, веря, что наши молитвы, соответствующие воле Бога, имеют силу. Прежде чем мы начнем, давайте высвободим из наших сердец остатки непрощения и негатива, как советует Священное Писание. Мы отпускаем гнев, обиду и обиду, прощая тех, кто, возможно, нас обидел. Наши души очищаются от горечи. Милостивый Отец, мы благодарим Тебя за слушателя, который ищет Твоей божественной помощи. Вы знаете наши потребности еще до того, как мы произнесем слово. Подобно тому, как любящий отец бросается на крик своего ребенка о помощи, мы доверяем его быстрому отклику. Мы отдаем все заботы, тревоги, страхи и беспокойства в его любящие руки. Мы доверяем его божественному водительству. Мы призываем Твоих ангелов защитить слушателя и его семью, призываем драгоценную кровь Иисуса охранять и сохранять их. Даруй нам, Господи, мудрость, откровение и понимание, чтобы противостоять стоящим перед нами вызовам. Пусть смятение сменится ясностью, и кривые пути выпрямятся пред Тобой. Мы заявляем, что для Вас нет ничего невозможного, и верим, что Ваше имя будет прославлено. Пусть слова слушателя будут наполнены мудростью, способствующей наставлению и пониманию. Даруй им смирение, чтобы признать любые ошибки и попросить прощения. Пусть они будут мудрыми и смиренными людьми, говорящими слова знания и мудрости. Мы говорим о восстановлении отношений в жизни слушателя. Исцеляйте и восстанавливайте разорванные узы, принося единство и мир там, где были раздоры. Прикажите любой болезни или недугу, причиняющему вред слушателю, покинуть его тело. Высвободите свое исцеление в их тело и разум, исцелив их через раны Иисуса. Спасибо, Отец, что услышал эту молитву и оказал всяческую помощь.
Мы говорим благосклонность и мир слушателю, зная, что твой ответ уже в пути. Пусть твой божественный свет сияет, куда бы они ни пошли, рассеивая тьму. Наконец, мы возвышаем все потребности слушателя, будь то духовные, эмоциональные, физические, финансовые или реляционные. Мы обращаемся к служебным духам и ангелам с просьбой оказать необходимую поддержку. Мы верим и получаем все, о чем молимся, заранее воздавая Тебе славу. На эту молитву получен ответ во имя драгоценного Иисуса. Аминь. Удивительно, как много людей действительно понимают глубокое послание Библии. Когда Он призывает нас ходить верой, а не видением, Он требует, чтобы мы отвергли ограничения нашего естественного понимания. Хождение верой требует непоколебимой решимости следовать Божьему плану, какие бы бури мы ни встретили. Крайне важно понимать, что пути Бога часто отличаются от путей этого мира. Однако вера – это мост, соединяющий их. Чтобы полностью довериться Богу, мы должны отпустить контроль и отдать все Ему, освободиться от ситуации и терпеливо ждать руководства Господа. Истинная вера – это доверие Богу, как ребенок опирается на любящего родителя. Когда вера становится нашим основанием, Иисус Христос обитает в наших сердцах. Вера – лекарство от страха и беспокойного сердца. Нам дано указание не позволять своим сердцам смущаться, а верить, что Иисус Христос избавит нас от любого испытания. Нас поощряют призывать Бога в трудные времена, возлагая на Него свою надежду и доверие. У Него есть идеальное решение. Мы избранный народ, царственное священство и собственность Бога. Твердая вера является краеугольным камнем хорошо прожитой жизни. Вера – это не просто убеждение, а жизнь, основанная на наших убеждениях. Это освобождает нас от беспокойства, зная, что Бог все контролирует. Это заставляет нас перестать пытаться все исправить и доверить ситуацию Богу. Мы должны верить, что Он удовлетворит все наши нужды. Страх – один из противников веры, поскольку он исходит из доверия обстоятельствам, воображению, ожиданиям или статистике, а не Божьим обещаниям. Сомнение или неверие – еще больший враг. Вместо того, чтобы верить во все, кроме Бога, мы должны доверять Ему и повиноваться Ему, применяя Его Слово к обстоятельствам и эмоциям. Жить удовлетворенной жизнью в Господе можно, если следовать этим принципам, основанным на вере. Иметь веру означает никогда не сдаваться, стойко преодолевать трудности и верить, что Бог откроет путь согласно своему слову. Требуется ходить верой, а не видением, верить в то, чего нельзя увидеть. Когда мы доверяем глубоко и надолго, мы удивляемся тому, что может сделать Бог. Вера – это суть нашей христианской жизни. Именно через веру мы принимаем Иисуса Христа как нашего Господа и Спасителя и испытываем радость осознания того, что мы имеем вечную жизнь с нашим Небесным Отцом. В послании к Евреям 11:6 смело говорится, что без веры невозможно угодить Богу. Те, кто приходят к Нему, должны верить, что Он существует и вознаграждает тех, кто усердно ищет Его. Бог приглашает нас, говоря: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Прижимаясь к Нему, находя радость и сохраняя благодарное сердце при любых обстоятельствах, мы можем преодолеть любые трудности и препятствия в этом мире. Мы призваны всегда радоваться, непрестанно молиться и благодарить при любых обстоятельствах, ибо такова воля Божия для нас во Христе Иисусе. Теперь давайте займемся сердечной молитвой. Небесный Отец, в минуты молчаливого размышления мы находим утешение и покой, обращая свои мысли к Тебе. Мы смиренно возносим эту молитву всем, кто ищет Твоего утешительного присутствия. Благослови наших любимых матерей, Отец Небесный, обильным здоровьем, счастьем и силой.
Пусть они всегда чувствуют тепло нашей любви и благодарности в своих сердцах. Предоставьте им непоколебимую поддержку и руководство, чтобы они могли выдержать жизненные бури и помочь им открыть красоту каждого момента. Наполни их сердце миром и спокойствием, отражая Твою божественную благодать. Спасибо, Боже, за драгоценный дар наших матерей, и, пожалуйста, продолжай всегда присматривать и защищать их. Во имя Иисуса. Аминь. В послании к филиппийцам 4 часа 13 минут нам напоминают, что мы можем совершить все через Христа, который дает нам силу. Мы доверяем Твоему божественному водительству, Отец, находя силу в Твоем присутствии. Небесный Отец, бывают моменты, когда мы чувствуем себя далекими от Тебя, как будто наши мольбы не слышны. Мы признаем свои неудачи и ищем у Него прощения за наши отклонения. И все же мы верим, что Ты остаешься с нами, особенно в наши самые одинокие и мрачные часы. Научи нас находить Тебя в эти минуты, ибо Ты наше прибежище и надежда. Во имя Иисуса мы молимся о Твоей милости. Аминь. Давайте помнить мудрость Ефесянам 4 часа 32 минуты, быть добрыми и прощать друг друга, как и Бог простил нас во Христе. Прежде чем приступить к какому-либо начинанию, давайте полностью доверимся Тебе, дорогой Бог, зная, что с Тобой все наши планы могут увенчаться успехом. Иоанна 3 часа 16 минут напоминает нам о Твоей безусловной любви, предлагающей нам вечную жизнь. Вы заверяете нас, что даже в условиях неопределенности и проблем Вы рядом с нами. Мы никогда не одиноки на своем пути по жизни. Давайте твердо держаться обещания, не бойтесь, ибо я с вами. Исайя 41:10 дает нам силу и утешение. Дорогой Бог, признаюсь, что иногда я чувствую себя потерянным, неуверенным в своем пути и цели. Но я доверяю Твоему совершенному плану для меня и желаю служить Тебе и радовать Тебя во всем, что я делаю. Направь меня на правильный путь и открой мою цель, Господь. Да будет воля Твоя. Во имя Иисуса я молюсь. Аминь. Во времена беспокойства давайте помнить, что это человеческие эмоции, а не недостаток веры. Твоей любви и благодати достаточно, чтобы провести нас через все испытания. Блаженны смиренные духом, ибо они наследуют Царство Небесное. С какими бы трудностями мы ни столкнулись, Ты уверяешь нас, что Ты с нами и что Твоя сила поможет нам их преодолеть. Несмотря на любые задержки, будем верить, что Ваш план всегда направлен на нашу защиту и рост. Ты наша постоянная помощь в трудную минуту, дорогой Бог. Мы благодарим Вас за Вашу непоколебимую поддержку и обеспечение. Ты любящий Бог, который постоянно появляется, когда мы больше всего в Тебе нуждаемся. Мы верим в Его способность сделать невозможное возможным даже в самых сложных ситуациях. Благодарю Тебя за Твои постоянные благословения. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь. Благость Твоя, Боже, подобна цветущему саду, питающему нас красотой и изобилием. Мы подтверждаем нашу веру громким «Аминь». Вы заверяете нас, что укрепите нас, исцелите нас и восстановите в нас любовь и мир. Мы верим и провозглашаем «Аминь». Пусть Господь приведет нас к полному пониманию Его любви и дарует нам терпение, чтобы мы упорно ходили в Его свете. Аминь. Пусть благодаря этим словам и размышлениям мы обретем утешение и силу, зная, что мы никогда не одиноки на своем пути по жизни. Аминь. Внимательно слушайте божественный шепот, поскольку Бог говорит о невероятных чудесах, предназначенных для вашей жизни, оставляя вас в трепете. Его благословение обрушится на вас, пробуждая улыбки и финансовое процветание, которые вызовут у вас трепет. Подготовьте свое сердце к удивительным сюрпризам, которые ждут вас, если вы сохраните непоколебимую веру.
Если ваша вера в Бога глубока, знайте, Бог превратит вашу печаль в безудержную радость. Он откроет вам двери и создаст уникальные пути. Его благословения, скрытые, но предначертанные, превзойдут ваше самое дикое воображение. Давайте возвысим свой голос во славе Бога, Отца нашего Господа Иисуса Христа, главного источника утешения во всех наших невзгодах. Независимо от того, каковы ваши стремления на этой неделе, я заявляю, что триумф будет сопровождать вас. В каких бы сражениях вы ни столкнулись, я заявляю, что победа будет вашим верным союзником. Эта неделя будет наполнена позитивом, преобразующими моментами и триумфом, и все это во имя Иисуса. Бог превратит ваши слезы в радость, и ваши молитвы не останутся без ответа. Приготовьтесь к 2024 году, полному замечательных преобразований, прорывов и чудес. Я заявляю, что время новых возможностей и новых начинаний уже близко. Когда я нежно стучу в дверь вашего сердца, будьте уверены, что я доброжелательный и заботливый Бог. Я облегчу ваши заботы и подарю вам мир, превосходящий всякое понимание. Я хочу быть вашим путеводным светом, сопровождая вас на каждом этапе пути. Когда вы пригласите меня войти, ваша сущность переполнится миром, радостью и непоколебимой силой. Прежде чем этот месяц закончится, у вас будут все основания праздновать. Благословения сойдут на вас, улучшив ваше финансовое положение, принеся исцеление и организовав чудеса, когда вы в них больше всего нуждаетесь. Вместе помолимся. Дорогой Бог, дай мне здоровья, успешной карьеры, финансовой стабильности и укрепи мои отношения с семьей и друзьями. Обеспечьте непоколебимое руководство, утешение и безусловную любовь. Поскольку я доверяю Тебе, моя вера непоколебима отныне и навсегда. Следующий ноябрь суждено стать временем трансформации. Бог будет работать в вашей жизни, как никогда раньше, исцеляя и возвращая вашему телу совершенное здоровье. Помните, когда ваше сердце наполнено печалью и слезами, знайте, что Бог рядом с вами как вечное присутствие. На следующей неделе ожидайте восстановления вашего здоровья, карьеры, бизнеса, отношений и финансов. Бог пошлет на ваш путь чудо, растворяющее все тревоги, которые тяготят вашу жизнь. Уверяю вас, что благословение на этой неделе умножится. Это может показаться невероятным, но поверьте моим словам. Введите 13113, если вы верите в Божьи обещания. Помните, всегда есть надежда. Верьте в Бога, и вы найдете рай внутри себя. Не бойтесь, Ему приятно дать вам царство. Ищите Царство Божьего превыше всего, и все, что вам нужно, будет обеспечено. Люби Бога всем своим сердцем, душой и разумом, и люби ближнего своего, как самого себя. Это чрезвычайно важно. Не беспокойтесь о жизненных потребностях, таких как еда и одежда, жизнь – это нечто большее. Не судите других, ведь вас тоже будут судить. Вместо этого относитесь к другим так, как вы хотели бы, чтобы относились к вам. Пусть ваш свет сияет, чтобы другие могли видеть ваши добрые дела и славить вашего Небесного Отца. Молитесь наедине, не выпендриваясь, и Отец ваш, видящий тайное, воздаст вам. Прощайте других, и ваш Небесный Отец простит вас. Просите, ищите и стучите, и вы получите, вы найдете, и вам откроются двери. Любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас. Не копите сокровищ на земле, сосредоточьтесь на небесных сокровищах. Не беспокойтесь о завтрашнем дне, у каждого дня хватает своих забот. Не сопротивляйся злу, и если кто-то делает вам что-то плохое, подставьте другую щеку и сделайте все возможное. Будьте милостивы, как и Отец ваш милостив.
Любите своих ближних, включая тех, кто может отличаться от вас. Научите других подчиняться тому, что я повелел, и я всегда буду с вами. Покайтесь и верьте благой вести, ибо приблизилось Царство Божие. Не бойтесь, просто имейте веру. Идите и подготавливайте учеников повсюду, распространяя Евангелие и крестя во имя Отца, Сына и Святого Духа. Молитесь за работников на жатве, поле готово. Делитесь посланием, исцеляйте больных и дарите всем надежду. Когда мы объединяемся в гармонии, движимые общей целью и духом, происходят невероятные вещи. Производство духа включает в себя привязанность, счастье, спокойствие, терпимость, доброжелательность, добродетель, верность, нежность и самодисциплину. Те, кто принадлежат Христу, оставили свои эгоистичные желания и следуют руководству Святого Духа. Пусть любовь окружает ваш дом и всех его обитателей. В тишине раннего утра позвольте божественному шепоту наполнить ваше сердце. Я вступаю в разговоры с Луной, он делится историями о Солнце, а я в ответ делюсь историями о вас. Деньги вот-вот материализуются, и ангелы побуждают вас ощутить волнующее чувство предвкушения, которое сопровождает неизбежное появление значительных перемен на горизонте. Ангелы приветствуют вашу готовность принять эти изменения с принятием и зрелостью. Эта открытость к переменам приведет к еще большим благословениям в будущем. Бог передает вам сегодня: не расстраивайтесь, ибо вас ждет светлое будущее. Приближается время, когда вы вернете многое из того, что вы потеряли. Вы будете свидетельствовать, что ничто не находится за пределами моей досягаемости. Великолепное чудо – это на горизонте, и ваши молитвы были услышаны. То, что я запланировал для вас, намного превосходит ваше воображение. Твоя судьба тверда в моих руках и ни в чьих других. Не позволяйте негативу затуманивать ваши мысли и не позволяйте влиять на себя тем, кто сомневается в вас или желает вам неудачи. Я с тобой, и я люблю тебя. Это неоспоримая истина. Хотя некоторые могут из страха цепляться за ложь, у вас хватило смелости поверить мне. Уверяю вас, что я заставлю вас процветать даже в самых безлюдных местах. Там, где другие чувствуют нужду и отчаяние, вы будете процветать. Там, где другие теряют надежду, ты, мое любимое дитя, найдешь силу. Ваши мечты возродятся, и вашим путем станет успех. Все, что было призвано вас уничтожить, превратится в средство улучшения. То, что сегодня может показаться непреодолимым испытанием, станет свидетельством вашей непоколебимой веры, настойчивости и подчинения моему руководству. Доверься мне, даже если твоя судьба кажется неопределенной. Независимо от того, как низко ты упал, моя рука готова поднять тебя. Иногда может показаться, что я молчу, но будьте уверены, я никогда не злюсь. Моя могучая рука будет поддерживать тебя, пока ты не победишь. Мое время соответствует вашим интересам, так что воспользуйтесь этой возможностью. Мир может быть полон обескураживающих новостей и слухов о конфликтах, но вы находитесь под моей защитой, и вы и ваша семья всегда находитесь под моим благословением. Если я скажу тебе идти, иди. Если я прикажу тебе встать, вставай. И если я объявлю тебя победителем, знай, что победа за тобой. Откройте свое сердце моему руководству и не беспокойтесь о прошлых ошибках и грехах. Прошлое осталось позади, и я полностью изменил твою жизнь. Ты больше не тот, и твое будущее в моих руках. Я буду хранить тебя и защищать. Поэтому я рекомендую вам молиться каждый день, независимо от ваших эмоций. Даже когда твои чувства бурны, а разум полон сомнений, помни, что я люблю тебя и принимаю таким, какой ты есть. Я желаю вам подойти ко мне с верой и совершить этот прыжок доверия.
Не бойтесь, я здесь, чтобы помочь вам стабилизировать ваши эмоции. Наполните свое сердце ободрением и помните мои обещания. Я вам нужен больше, чем когда-либо, и я полностью осознаю ваши потребности. Ваша искренность и намерение для меня важнее количества ваших слов. Я не требую многого, но даже самая маленькая доля веры, как горчичное зерно, может свернуть горы и гарантировать, что ваши молитвы будут услышаны на небесах, где определена ваша судьба. Отсюда проистекает утешение, как и моя любовь, и я знаю, что тебе нужно по моей божественной воле. Мои ответы всегда служат вашему конечному благу. Во времена страха помните мои слова. Когда беды постучатся в твою дверь, ответь им моим именем и скажи: «Бог, мой кормилец, тот, кто спасает меня». Следуй моим указаниям, соблюдай мои заповеди и оставайся на пути, который я указал для тебя. Избегайте отвлекающих факторов, которые пытаются отвлечь ваше внимание, и погрузитесь в мое слово. Это гарантирует, что вы останетесь стойкими и что сомнение никогда не овладеет вашей душой. Ищи спокойствие моего духа любви. Когда ты преклонишь колени, я принесу тебе исцеление, силу и мудрость, необходимые для успеха. Вам и вашей семье суждено процветание. Вы будете благословлены и будете жить в моем присутствии всю вечность, поскольку я всегда внимателен к вашим потребностям и чувствам. Я предлагаю тебе свой покой, которого мир не может обеспечить. Я услышал ваши просьбы, и мой ответ уже в пути. С нетерпением ждите и празднуйте чудо, которое я собираюсь совершить в вашей жизни сегодня. Не теряйте надежды, я здесь, чтобы помочь вам еще до того, как вы озвучите свои просьбы. Я готов выслушать и с нетерпением жду возможности помочь вам справиться с текущими проблемами. Я исцелю ваши раны, помогу вам отпустить прошлое и восстановить утраченные вами благословения. Знай, что я люблю тебя и восхищаюсь твоим мужеством перед лицом невзгод. Я призываю вас продолжать верить в меня и верить в мою верность и силу. Держитесь подальше от тех, кто высмеивает вас или пытается украсть ваше счастье. Они не ваши настоящие друзья, так как отреклись от своей веры и позавидовали вашей судьбе. Вы любимы и благословлены, а они не могут принять эту реальность. Нет необходимости их убеждать. Я уберу с твоего пути тех, кто причиняет тебе вред, и заменю их людьми, которые искренне тебя любят. Изгоните отчаяние, беспокойство и негатив из своего разума и духа. Облекитесь в доспехи веры, справедливости и моего священного слова. Ищи спокойствие моего духа любви, когда преклонишь колени. Я принесу исцеление, силу и мудрость, необходимые вам для успеха. Вам и вашей семье суждено процветание. Вы будете благословлены и будете жить в моем присутствии всю вечность, поскольку я всегда внимателен к вашим потребностям и чувствам. Я предлагаю тебе свой покой, которого мир не может обеспечить. Я услышал ваши просьбы, и мой ответ уже в пути. С нетерпением ждите и празднуйте чудо, которое я собираюсь совершить в вашей жизни сегодня. Не теряйте надежды, я здесь, чтобы помочь вам еще до того, как вы озвучите свои просьбы. Я готов выслушать и с нетерпением жду возможности помочь вам справиться с текущими проблемами. Я исцелю ваши раны, помогу вам отпустить прошлое и восстановить утраченные вами благословения. Знай, что я люблю тебя и восхищаюсь твоим мужеством перед лицом невзгод. Я призываю вас продолжать верить в меня и верить в мою верность и силу. Держитесь подальше от тех, кто высмеивает вас или пытается украсть ваше счастье. Они не ваши настоящие друзья, так как отреклись от своей веры и позавидовали вашей судьбе. Вы любимы и благословлены, а они не могут принять эту реальность. Нет необходимости их убеждать.
Я уберу с твоего пути тех, кто причиняет тебе вред, и заменю их людьми, которые искренне тебя любят. Изгоните отчаяние, беспокойство и негатив из своего разума и духа. Облекитесь в доспехи веры, справедливости и моего священного слова. Погрузитесь в мое слово, гарантируя, что вы останетесь стойкими и чтобы сомнение никогда не овладело вашей душой. Ищи спокойствие моего духа любви, когда преклонишь колени. Я принесу исцеление, силу и мудрость, необходимые вам для успеха. Вам и вашей семье суждено процветание. Вы будете благословлены и будете жить в моем присутствии всю вечность, поскольку я всегда внимателен к вашим потребностям и чувствам. Я предлагаю тебе свой покой, которого мир не может обеспечить. С нетерпением ждите моего ответа и празднуйте чудо, которое я собираюсь совершить в вашей жизни сегодня. Не теряйте надежды, я здесь, чтобы помочь вам. Еще до того, как вы озвучите свои запросы, я готов выслушать вас и помочь вам справиться с вашими текущими проблемами. Я исцелю ваши раны, помогу вам отпустить прошлое и восстановить утраченные вами благословения. Знай, что я люблю тебя и восхищаюсь твоим мужеством перед лицом невзгод. Продолжайте верить в меня и верить в мою верность и силу. Держитесь подальше от тех, кто высмеивает вас или пытается украсть ваше счастье. Они не ваши настоящие друзья, так как отреклись от своей веры и позавидовали вашей судьбе. Нет необходимости их убеждать. Я уберу с твоего пути тех, кто причиняет тебе вред, и заменю их людьми, которые искренне тебя любят. Изгоните отчаяние, беспокойство и негатив из своего разума и духа. Облекитесь в доспехи веры, справедливости и моего священного слова. Ищи спокойствие моего духа любви, когда преклонишь колени. Я принесу исцеление, силу и мудрость, необходимые вам для успеха. Вам и вашей семье суждено процветание. Вы будете благословлены и будете жить в моем присутствии всю вечность, поскольку я всегда внимателен к вашим потребностям и чувствам. Я предлагаю тебе свой покой, которого мир не может обеспечить.